Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов. И я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня я расскажу вам о том, как нужно себя вести при обыске, а также про то, какие ошибки допускает следователь при обыске. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Раньше была статья 192 Уголовного кодекса, то есть лжепредпринимательство. Очень много пострадало бизнесменов от произвольного использования финансовой полиции этой нормы. В моей практике был случай с предпринимателем, который занимался бизнесом в сфере производства и которого необоснованно обвинили по этой статье. Перед своим задержанием он получил у меня консультацию, как ему и его сотрудникам себя вести в случае обыска, задержания и иных следственных действий. Действительно, спустя примерно месяц после нашей встречи в его офисе проводился обыск, который следователь в нарушение закона обозначил как осмотр. Исследование инструкциям адвоката, который получил клиент, помогло ему впоследствии не получить срок. Но до этого ему пришлось находиться под следствием 1,5 года в изоляторе. Дело дважды возвращалось прокурору, но в итоге дело было прекращено. Про ошибки следствия при осмотре и изъятии документов можете узнать, прочитав 5-ю часть «Особенности защиты по налоговым преступлениям» книги «Защита бизнеса в уголовном процессе». С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Если есть вопросы по теме ролика или защиты бизнеса, пишите в комментариях, а я постараюсь ответить на них. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал.